Время вышло. Оставаться порядочным человеком в этой ситуации – это не соучаствовать в мерзости. ЧСВ – это всего лишь его инициалы. То есть, я же объяснил, вроде бы цепочка логичная, да, но что получилось? Чалый Сергей Вячеславович, белорусский независимый экономист, аналитик и журналист. Реально мы получим страну в руинах. Автор и ведущий легендарной передачи «Экономика на пальцах», выходившей на ныне заблокированном и запрещенном интернет-портале Тутбай. Идиот будет вкладываться в страну, откуда бегут свои собственные деньги. Один из главных критиков лукашенковской экономической и политической модели. Травма режиму, несовместимая с его жизнью, на самом деле уже нанесена. Накануне выборов 2020-го наиболее точно предсказал исход электоральной кампании. Все будет хорошо? Ого, какой вопрос. Приветствую, Сергей. Добрый день. Для начала, для понимания, может быть, для тех, кто не совсем в курсе, какие топ-3 экономических фактора, за счет которых Лукашенко удавалось продержаться у власти на протяжении этой четверти века? Ого, какой вопрос. Первое – это то, что… На самом деле, это ведь модель экономическая менялась многократно. Да, первый период, достаточно длительный, это было примерно до 2006 года. Это, конечно же, особое отношение с Россией, да, когда там газ ты получаешь по $40 за 1000 кубометров. То есть фактически энергоносители в обмен на поцелуи, да, когда ты добываешь ренту природную в Москве, так же, как Россия добывает ее там, в земле, там, в Сибири, да, и потом просто распределялось по довольно широким слоем, бенефициарами было, в общем, грубо говоря, практически все население. То есть этим они довольно сильно гордились. Эта история начала заканчиваться где-то вблизи 2006 года, когда пошла первая газовая война. Тогда же резко начинает расти внешний долг. Естественно, кто основной кредитор? Второй фактор – это всегда финансовая поддержка России. То есть Россия до сих пор, особенно сейчас, когда любые другие инструменты закрыты, да, то есть это кредитор последней инстанции. Вот как там, Нацбанк, грубо говоря, там, кредитор последней инстанции для банков, так Россия кредитор последней инстанции для всей страны в целом. И плюс нам довольно много повезло в том, что была очень благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. То есть регулярно мы попадали на периоды бурного экономического роста, особенно как, например, сейчас это происходит. То есть все внешние факторы говорят о том, что мы имеем полноценную рецессию потребительских расходов, инвестиционных вложений, да, там, розничных продаж и так далее. То бишь, все, что работает, это спрос внешний. И другое дело, что тоже, что называется, помогать помогало, да, поддерживать поддерживало, но мы традиционно получалось так, что благоприятная внешняя конъюнктура, неважно, отношения это с Россией, отношения это с Западом, мировой рост, всегда приводило к тому, что мы в действительности использовали это гораздо менее эффективно, чем могли. И поэтому постоянно отставали по темпам от соседей. И, собственно, сейчас это уже хорошо видно. То есть если раньше там Украина, Молдова, да, там были беднее нас, то буквально там на грани или уже вот-вот мы станем самой бедной страной в регионе. Вот результаты политики. А на транзите много получалось зарабатывать? Опять же, это до 2005, по-моему, года. Это же история, теперь-то в основном главная труба, про которую Лукашенко рассказывал, да, которую он говорил, там, ржавая. Да, а на самом деле в итоге до последних еще трений с Россией относительно там, экологических налогов и так далее, да, то «Газпром-Трансгаз» был самым прибыльным предприятием вообще на территории Белоруссии, вторым даже прибыльнее, чем Гродненская табачная фабрика. Там просто фокус в том, что остальные государственные предприятия, они там либо убыточны, либо на грани рентабельности, да, то есть только очень мало таких, которые могут похвастаться прибылью, но «Газпром-Трансгаз» был самым прибыльным, дивиденды гигантские, они выплачивались и вывозились сразу в Москву, то есть фактически транзит, который мог бы быть пополнением средств бюджета, он последние 15 лет, условно говоря, это уже все российские деньги, не наши. Кто сейчас у режима есть вообще? Потому что, слушая заявления, мы там продержимся, у нас есть там Китай, не знаю, есть ли дело Китаю до Беларуси, кроме собственных выгодных проектов, Индия, там Россия. Кто на самом деле сейчас мог бы помочь режиму и поможет ли
Просто так. Так я вообще, честно говоря, не очень понимаю, какая тут помощь может быть, да, то есть как можно помочь экономике, да, если ты сознательно внутренней политикой, да, уничтожаешь любые источники роста. Да? То есть какой идиот будет вкладываться, будет вкладывать иностранные инвестиции в страну, откуда бегут свои собственные деньги, да, где не гарантированы права собственности, где можно легко там по желанию, по воле руководства сказать, там, мы эту компанию будем там вырезать, да, там, какие там еще фразы были, выжигать, там, значит, и прочее, да. То есть те, которые закрылись, пускай не откроются. Когда, если раньше мы говорили о бегстве значит, социального капитала, да, то есть это были отдельные работники, то сейчас это целые бизнесы выезжают, да, целиком, это новый феномен. То есть всегда иностранный инвестор смотрит на то, прежде всего, что делают отечественные инвесторы, потому что они по определению знают лучше, как ситуация там обстоит. И если, мы же знаем, что есть несколько источников, да, там, когда там, нам рассказывали о каком-то Blue Sky Emirates, да, там, про какие-то там застройка Северного Минска, там какой-то международный финансовый центр, и все это ерунда. В таких условиях это означает, что единственные деньги, которые могут прийти, это те, которые получили какие-то либо очень особые гарантии, либо, строго говоря, не вполне иностранные инвестиции, да, то есть чаще всего, я думаю, что это, скорее всего, так и есть, это замаскированные под иностранные деньги как бы со самих бенефициаров, да, режима. Вот, поэтому, так сказать, Китай, по-моему, уже несколькими действиями показал, что он довольно-таки недоволен тем, что произошло, потому что все, что Беларусь продавала Китаю, да, это же история была какая? Мы донор стабильности в регионе, мы имеем доступ одновременно на рынке Евросоюза, на рынке России, значит, создавайте китайский этот парк, который на самом деле никакой не технологический. Все, что Китай там интересует, это логистический центр на вот пути этого сухопутного шелкового нового пути контейнеровозов, идущих в конечном счете в Лондон. Но когда ты портишь отношения с Западом, да, у тебя возникают вот те самые логистические проблемы на границе, соответственно, грубо говоря, получается, что Беларусь не выполнила свою часть сделки по обещаниям, из-за которых, собственно, китайские деньги происходили, да, и мы же видим, как приостанавливаются, непонятно на все время ли, но в любом случае недовольство свое они демонстрируют, там, притормаживая выделение там, следующих траншев на даже вполне полезные, как им кажется, инвестиционные проекты, там, добычи сырья, потому что это для них, фактически, для их рынка, например, вот этот Славкалий же должен создаваться, да, то есть Китай недоволен очень сильно. Индия, весь интерес Индии, это вообще главным сторонником сотрудничества с Индией был бывший премьер Мясникович, это его вот эта фишка «давайте мы будем устраивать сотрудничество с фармацевтическими компаниями Индии и производить у нас дешевле». То есть, ну, это просто чтобы было понятно, да. Мы же всегда рассказывали, что мы такая технологически развитая страна, а сейчас фактически проекты, которые предлагается реализовывать, это конкурировать по уровню зарплаты, допустим, с работниками фармацевтических компаний Индии, производить их же дженерики, то бишь, которые по определению дешевые препараты, да, аналоги патентованных, на которые вот патенты и истекли. Ну и будем производить еще дешевле, да, или там еще будем делать то же самое, там сборку из запчастей там VHI будем делать Mazda, опять же, потому что рабочая сила у нас дешевле. То есть мы оказываемся в пищевой этой цепочке добавленной стоимости еще даже ниже этих стран. Вот, но опять, ну, то есть и некоторое время это работало, то есть у нас производство формально белорусских лекарств, да, развивалось, но опять же, это же, ну, как бы формально индусы понимают, что в конечном счете все равно это, вот это действительно трансфер технологий, да. И когда все остальное мировое сообщество, там, Запад, Европа, США, да, Британия, да, довольно как настороженно смотрят на тех, кто сотрудничает сейчас с Беларусью, да, то, в общем, как бы желание тоже постепенно пропадает в этом смысле. И второе, конечно, это то, что, а где же рынок этот, да? Вот, потому что, как я уже говорил, что планировалось, что это будет происходить на экспорт, но в России там своих хватает компаний, вот, близких к властям, а на Запад это, скорее всего, несбыточные уже мечты. Вот. С Россией, ну, как выяснилось, да, то есть очень много было страхов по поводу России, что значит, сейчас они могут прийти там и голыми руками там что-то брать. Там. Как выяснилось, в действительности, ну, во-первых, не так много чего у нас можно брать.
Да, там буквально список этот сузился до 5 там, предприятий, 3 из которых имеют оборонное значение, а остальные точно уж продаваться не будут, да, как, там, например, был калий там, или что-то еще в этом духе. Вот. Это раз. Второе, даже похоже, что какая-то глубокая интеграция их не сильно интересует, потому что если смотреть на содержание этих интеграционных программ, да, вот все искали наибольшего подвоха в интеграционной программе, посвященной гармонизации налогово-бюджетной политики. Потому что если это достигается, это означает, что открыты все пути уже для того, чтобы можно было устраивать объединение центробанков, вводить единую валюту, ну, то есть и дальнейшие потери уже настоящего монетарного суверенитета. Так вот, выяснилось, что содержание этой программы совершенно безобидное, а смысл российского интереса заключается в том, чтобы просто внедрить свою собственную, разработанную еще Мишустиным, когда он возглавлял таможенный комитет, для того, чтобы разобраться, где идут значит, схемы, которые обманывают российский бюджет. Теперь он собирается разобраться с Беларусью, чтобы решить тот же самый вопрос, где идут потери для российского бюджета. То есть попытка закрыть вот эти лазейки, которые всегда существовали, под которые специально вот, целые инвестиционные проекты работали. Да? То есть вот этот вот логистический центр в Орше, Бремена Групп с аэропортом, это же фактически все планировалось для продажи импорта и последующего реэкспорта там, цветов. Да, и мы видим, что последняя статистика говорит о том, что он резко упал. То есть эти дырки закрываются постепенно. То же самое с нефтепродуктами, идущими в Украину, там, или растворители, сбавители, которых закрыли очень давно. То есть особой как бы, интереса и помощи. Скорее я вижу отношение такое, так, мы поняли, что это какой-то такой, значит, причиняющий беспокойство сосед, да, то есть наша задача сделать так, чтобы минимизировать для себя риски и последствия от отношений с ним. Тем не менее, режим заявляет, что экономика растет. По официальной статистике, растет, конечно. В Беларуси улучшение во внешнем секторе, ВВП немного растет. В сентябре вклады начали расти. Как это возможно? Как на самом деле? Нет, ну, это же, на самом деле, здесь сразу несколько вопросов. Начну с роста экономики, да, то есть, опять же, рост росту рознь. Еще раз говорю, это все исключительно внешние эффекты, это очень бурное восстановление инвестиционного и потребительского спроса на внешних рынках после коронавируса. Вот. Это видно по росту цен на сырьевые товары, это видно по росту цен на скажем, стройматериалы, то есть дерево, цемент, металлы, то есть все, что идет на строительство зданий, неважно, жилых или там, производственных корпусов. Да? Вот. Но фокус в том, что мировая экономика растет темпами по 6-6,5% примерно, да? А мы, как развивающаяся страна, мы всегда на самом деле росли быстрее, потому что ну, это разумно. Им просто это сложнее делать, потому что они так очень сильно развиты. Да? А у нас еще как бы до вот этой границы много путей. Так вот, при прочих равных, то есть не будь вот этого кризиса легитимности, не будь вот этих самостоятельных действий там, по удушению деловой активности внутри страны, которые на самом деле практически нет. Да? То есть банки имеют деньги, но они не кредитуют как бы бизнес, потому что не находят там нормальных проектов. А заставлять их кредитовать, ну, это только ухудшать финансовое положение банка, потому что эти кредиты просто не вернутся и будут лежать плохими долгами. Вот. И при прочих равных, если бы ничего этого не было, там, в хорошие годы, мы бы сейчас росли по 7-8%, как это было у нас, например, вот как раз это лучшее десятилетие наше, 2000-е, да, вот до кризиса примерно, ну, можно считать и кризис 9-го, но на самом деле я бы брал уже до 2011 года. А вот, когда 2010 год, там более 10% был рост ВВП. А сейчас мы растем в половину меньше. То есть, это, радоваться этому можно, но все познается в сравнении. То есть, имели бы темпы раза в 2, в 3, там, с половиной выше бы сейчас. Вот. Что касается вкладов населения, ну, конечно, они будут расти, потому что, когда у вас инфляция больше 10%, что остается делать Нацбанку? Стимулировать банки поднимать процентные ставки, чтобы не бежали просто депозиты. Да, они это делали довольно долго, они снимали потолок по верхний предел по вот этим вот ставкам. То есть они там наказывали банки, которые сильно отклонялись там, от рекомендованного Нацбанком уровня. Вот, то есть это делается не от хорошей жизни. Люди идут, приносят белорусские рубли, потому что видят, что
значит, ничего не остается властям, как повышать ставки по депозитам. Вот. А валютные же депозиты уменьшаются на самом деле. Так что, ну, это рапортовать о успехах можно, но это очень, на самом деле, скромные успехи. То есть они не свидетельствуют о каком-то выздоровлении внутри. Наоборот, просто на фоне сверхблагоприятной конъюнктуры мы видим, как внутренние факторы подавляют тот рост, который мог бы быть на самом деле. Много разговоров сейчас об инфляции, о кризисе. Очень много нам присылают купюр свеженапечатанных. А насколько реально вот эта вот угроза обвала экономики? Ну, насчет обвала нет. Я думаю, что зря мы ждем какого-то обвала. Вообще, для того, чтобы обвал какой-то произошел, это нужно просто очень-очень сложно, сильно постараться. Да? Чтобы получить кризис, там, пропорции, например, я не знаю, там, 2011 года, да, когда у тебя там девальвация, условно говоря, в 3 раза, да, рубль упал. Да, это нужно накопить безобразий там много-много лет перед этим. Вот, то есть тут все-таки уже наученные горьким опытом, да, они стараются избегать такой вот ерунды. То есть скорее риск, и я бы даже сказал, как это ни странно бы прозвучало, что если бы у нас будущий кризис прошел по такому сценарию, это было бы благо для экономики. Потому что, ну, что называется, не успели испугаться, да, упал, отжался и пошел расти дальше. Так же, как это, например, случилось уже буквально в 2012 году. Ну, или, например, как... более сложный пример. У нас была двухлетняя рецессия 15-16 года, после тоже девальвации вот этой на начало 15 года. Но после этого тоже был дальше неплохой рост. То есть это нормальный сценарий. Худший сценарий в действительности. Бояться нужно не краха, да, а бояться нужно того, что мы будем постепенно вот в это вот загнивание погружаться. То, что эти темпы, которые и так уже они уменьшаются, да, и факторы, благодаря которым это произошло, их действия будут уменьшаться. Да? То есть мы будем постепенно впадать в рецессию, либо, то есть рост близкий к нулю, там, может быть, плюс 1%, в то время как весь остальной мир растет в 4 раза быстрее. И это означает, что отставание от соседей будет расти и дальше. А что это означает? Это означает, что разница в доходах будет расти. Это значит, что все те тренды, которые начались как раз в 2015-2016 году, когда люди поняли, что здесь ловить особо нечего. Ну, это, кстати, один из факторов, почему вот эта электоральная революция 2020 года произошла. Потому что люди поняли, что продолжение дальнейшей политики будет приводить к тому, что лучше бросать и ехать там, и, кстати, уже не в Россию, да, а в основном там на Запад, да, зарабатывать, потому что перспектив нет. И вот это вот ощущение безнадежного отсутствия перспектив, вот это самый худший сценарий, потому что справиться с резким кризисом, это достаточно легко. Ну, там, я не знаю, как с болезнью у человека. Большая температура, там, таблеток дали, да, там, сбили примерно все. А если у тебя хронические заболевания, как ты это лечить будешь? Это очень сложно делать, особенно, когда это все запущено. Вот, поэтому мы видим сейчас симптомы. Что такое инфляция? Да? Это же как раз-таки проблема отсутствия внутренней конкуренции. У нас же борются не с причинами с инфляцией, у нас говорят, давайте ценам стоять, да? Потом выясняется, что товары не хочет продаваться по такой цене. Они говорят, вы знаете, мы решили, давайте мы все-таки разрешим поднять цены, потому что дефицит начинает образовываться. Да? То есть, грубо говоря, они и так бы росли, а так они у вас растут ступеньками, но темпы те же самые или даже выше. Вот, и получается, что все это абсолютно бессмысленные действия. Самое, еще раз говорю, самое худшее, что вот есть, да, это не какой-то очищающий кризис, который бы избавил нас от каких-то накопленных дисбалансов. И это вот абсолютно безнадежное ощущение того, что внутри нет источников для экономического роста. И даже на внешний рост мы реагируем там едва-едва, да, там, опять же, как можно сказать, там, с больным, да, то есть дали ему там, не знаю, каких-то стимулянтов, там, подышать там, кислородом и так далее, но он некоторое время там, походил весело, а потом снова устал и лежать надо. Ну, то есть, вот что-то такое. А что было недавно с сахаром? Как заявили власти, проблема логистики или все-таки цены? Ну, я понял, что там... Нет, тут, на самом деле, сразу два фактора. Да? То есть, первый, это всегда есть повод и есть причина. Да? То есть, повод – это то, что поздно собирали и поздно начали перерабатывать. Да? Это просто сезонная такая вещь из-за там, погоды и всего остального. И получилось так, что, в общем, как бы его произвели, но не успели до вот этого высокого спроса на закатки, там, варенье, там, все вот это вот, да, там, самогон, не знаю, что там еще с ним люди делают, сахар, чай пьют, да, то есть не успели, вот. А с другой стороны, то есть в нормальной-то стране
такие вещи, они же нормально перекрываются чем? Значит, как бы если у вас нормальный свободный рынок, да, коммерсанты найдут его в России еще где-то, еще где-то. Вот. А когда вы занимаетесь исключительно импортозамещением, то у вас выясняется, что мелкие повреждения на рынке, которые бы не замечены были в нормальной ситуации, они только усиливаются, да, и создают дальнейшую панику. Потому что мы же знаем, как это работает, да, то есть достаточно начать говорить о том, что сахара нет, человек приходит, видит, сахара нет, да, и, конечно же, он начинает покупать не столько, сколько раньше. Ну, то есть это проблема, на самом деле, устройства рынков и проблема дистрибьюции. Но это пример того, как всю жизнь пытаются наши власти говорить о том, что мы не позволим рынку, там, спекулянтам наживаться и так далее, в то время как именно спекулянты пользуются вот такими моментами для того, чтобы как сказать, заполнить этот рынок, да, и цены сбить там в конечном счете и так далее, как это было бы. Нет, говорит, мы не позволим им зарабатывать, так они и сами на этом причем заработать не могут, еще и панику создают. Ну, то есть это проблема неэффективности государственной дистрибьюции, государственного производства. Цены практически на все растут, зарплаты нет. Как это объясняет пропаганда и как на самом деле? Для них на самом деле уже выдумано очень большое количество объяснений. Я вообще коллекционер такого рода объяснений. Да, например, реально именно на такой вопрос, значит, отвечал, господи, вот уже не помню кто, по-моему, кто-то из то ли премьер, то ли кто-то из, значит, вице-премьеров. Суть была такая. Он говорит, нет, погодите, то есть смысл же какой? Мы же проводим комплексную модернизацию, да, а как бы во время модернизации никто кормить не обещал. Ну, то есть, вот когда мы проведем ее, вот тогда же там все заколосится, вот тогда эффективность повысится, вот тогда, то есть, надо типа потерпеть, как бы, да. Это одно такое объяснение. Второе интересное объяснение заключается в том, что они же тоже не дураки, они тоже посмотрели, что, да, как бы внутренних причин для экономического роста нет. Идет полноценная инвестиционная и потребительская рецессия. Что нужно делать, решают они? Раз рыночные механизмы не работают, давайте заместим их государственными. Это у них называется идея, с которой не носится еще с конца прошлого года, с осени прошлого года, запустить новый инвестиционный цикл. То есть, давайте мы сейчас освоим дофига государственных денег, да, как бы покажем рост инвестиций, и дальше, там, кстати, версии расходятся, для чего они это делают, либо для того, чтобы все-таки, значит, дальше само как-то пошло. Вот. А как оно само может пойти, если бизнес не хочет? Ну, может быть, например, иностранцы увидят, что, ага, там, типа, инвестиции в плюсе, давайте мы будем все же вкладывать. Ну, то есть, расчет на то, что мы обманем тем самым, да, значит, аналитиков там, западных компаний, которые решат, что у нас все в порядке. Эта идея, конечно же, как это всегда бывает, значит, по ходу начала трансформироваться в полную противоположность ему. То есть, там уже все поняли, что и чиновники, причем чаще всего те, кто и модернизацией занимались, да, осваивали средства, и крупные промышленные предприятия, то есть МТЗ, МАЗ. С МТЗ вообще удивительная история, потому что там один и тот же человек. Сначала Вовка, который был министром промышленности, разрабатывал эту идею, а потом, когда он стал, значит, директором МТЗ, он сейчас уже и претендует на то, чтобы быть реципиентом вот этого денежного дождя. Вот, то есть, как бы все такие говорят, вот мы прекрасно продали, типа, значит, интересную идею о том, как мы сейчас будем запускать экономический рост путем вот этого вот джампстарта внутренних инвестиций. Ну, естественно, на этом там, типа, деньги погреем. Это идея реального сектора, это идея чиновника из правительства. Он говорит, это вы понимаете, что будет, если вы и так в ситуации, когда равновесие на денежном рынке, на валютном рынке хрупкое, да, вы еще начнете, значит, тратить рубли, да, которых вполне возможно, что нет, они будут там из дефицита бюджета в действительности, либо еще хуже, если они будут просто там напечатаны, чего у нас банк, кстати, не хочет и по большому счету почти не делает. Вот. Но в любом случае вы нарушите макроравновесие, да, как бы дисбаланс на рынке будет связан с тем, что вы увеличите количество импорта. И, соответственно, у вас изменится платежный баланс, торговый баланс, соответственно, давление на белорусский рубль будет в сторону понижения, и надо что-то с этим делать. Они говорят, так, окей, мы знаем, что с этим делать. Мы будем бороться с импортом. А как вы будете бороться с импортом? Ну, вот, например, мы будем, значит, зажимать потребительский импорт. Стойте, погодите, логика же другая. То есть, если вы инвестируете деньги, то у вас растет промежуточный импорт, а не конечный. Да? Но с промежуточным бороться невозможно, а бороться можно с тем, что как бы о чем можно отчитаться, да? То есть у нас КГК борется с импортом, у нас
МАРТ борется с импортом, там у нас сейчас, по-моему, какие-то еще и дружины и профсоюза борются с этим делом, да? То есть об этом, по крайней мере, можно рассказывать. Но конечно, эта цель какая? Как с ним надо бороться? Давайте не будем давать, значит, чтобы темпы роста доходов населения росли так, чтобы, значит, этот импорт оказывал давление, спрос на него, который, естественно, и приводит к спросу на валюту, за которую он покупается, оказывал бы давление на валютный рынок. То есть идея совершенно безумная. То есть давайте мы искусственно будем создавать спрос промышленных предприятий, неизвестно откуда взявшимся рублями, а для того, чтобы макроравновесие не нарушалось, давайте мы, короче, не будем давать сильно много денег населению. То есть, ну, я же объяснил, вроде бы цепочка логичная, да, но что получилось? Изначально-то мысль была какая? Нам нужен экономический рост. А для чего нам нужен экономический рост? Чтобы людям лучше жилось. А теперь, получается, мы запустим экономический рост, но при этом сделаем так, чтобы населению результатов не было. Да? То есть этих объяснений там хватает, это они гении, на самом деле, в этих объяснениях. Но на самом деле... Ну, как бы, в действительности, я бы сказал как, что работают все эти механизмы, но есть еще один. А именно у нас сейчас эффект вот этого экономического роста тот, который не увеличивает эффективность предприятий. То есть, грубо говоря, они увидели, что спрос на внешнем рынке пошел, и они начали распродавать склады. Но финансовое положение не улучшается, потому что они продают, по большому счету, там, почти по тем же ценам. Ну, то есть, так, как было, когда случилась девальвация 2011 года, там, значит, 2012 год, это было, когда все говорили: о, смотрите, у нас там начали распродавать вообще все, включая там даже обувь «Луч», которая там лежала на складах. Окей, но это правильно. Почему это происходит? Потому что она учтена по одним ценам, да, там, спрос на нее увеличился, давайте мы это все скинем. А подумать о том, что рост цен в мире означает, что вы же для производства новых единиц будете покупать сырье по более высоким ценам, да, то есть имело бы смысл не распродавать сейчас по старым, а как-то, ну, пытаться думать, да, значит, о ценовой конкурентоспособности в том числе, а не только вот объемами, да, значит, рынок заливать. И вот этого не происходит. А поскольку не происходит улучшение серьезного финансового положения, поэтому не растет и доля в оплате труда, на самом деле. Санкции. Актуальная тема. Недавно известный оппозиционный политик заявил, что они наносят огромный вред. В мире мало примеров успешных, эффективных санкций. Пропаганда начала активно ретранслировать этот тезис. Мнение, какие основные мифы и правда о санкциях? Не, ну вот я всегда, когда говорят, там, типа, эффективны ли санкции, да, ну, вы договоритесь о терминах. То есть какая цель ставится? Да? То есть когда говорят о том, что там, типа, нет примеров чего? То есть смены власти, да, там, смены режима, там, не знаю, что там, экономического краха. Ну, то есть какую цель вы себе представляете, которая в вашей логике не достигается? Да? Мне очень нравится, это не я эту метафору придумал, да, но это смысл же очень простой. Что такое санкции? Это, по сути дела, наказание за поведение, да, как, грубо говоря, административную и уголовную ответственность за нарушение, значит, законодательства либо норм каких-то поведения там, или чего-то еще. Да? Только это работает в рамках, значит, международных. То есть какую цель ставит, там, я не знаю, штраф? Да? Ну, видимо, объяснить человеку, что так делать не надо, и, может быть, он после этого делать не будет. Но если он продолжает так делать, ну, значит, следующий штраф будет выше там, и прочее. Да? То есть это всегда такая штука, которая пытается, что ли, объяснить, что имеет смысл, ну, как-то поведение поменять. Это действительно не смена власти, это не смена, там, не знаю, не инструмент революции, там, переворота, мятежа там, или еще чего-то. Да? Более того, этот инструмент же на самом деле такой, который используется крайне редко. Именно поэтому у нас мало, что называется, статистики, чтобы можно было посмотреть, работает это или нет. Да? С другой стороны, там, когда говорят, что они там совсем уж прям не работают, ну, тоже неправда, да, то есть это зависит от того, как они значит, имплементируются, да, такое ругательное слово, да, как они реализуются на практике. То есть мало кто, например, задумывается о том, что, скажем так, перестройка,
в Советском Союзе во многом была результатом, в том числе, экономических санкций. Реакцией Запада на вторжение в Афганистан было то, что прекратили сделку, эмбарго было на поставку труб большого диаметра. Немецкие трубы, которые, значит, были для вот этих газовых и нефтяных трубопроводов, это, кстати, уникальная история. Советский Союз, страна, добывающая сырье в Сибири, не имел технологий для производства труб, с помощью которых они экспортировали это на Запад. Они покупали эти трубы в Германии. И только уже где-то при Путине, там, в начале 2000-х, были построены эти прокатные станы, которые стали производить эти трубопроводы большого диаметра. Вот. И получилось, что... А как экономика в то время жила уже советская? То есть продажа сырья, покупка ширпотреба, уменьшается продажа сырья, соответственно, ухудшается ситуация на потребительском рынке, да, которая вся целиком была... Там, ну, импорт в основном, конечно, из стран Советского Содружества и так далее. То есть и такие примеры позитивные. Что это было? Там, понятно, что это еще не распад Союза, но изменение политики в 1987 году, который заявил Горбачев, да, что надо, наверное, все-таки как-то отказываться от советской экономики и пытаться заниматься ростом ее эффективности, это было. То есть, еще раз говорю, что надо просто с самого начала говорить о том, санкции, они почему. Если действовать в рамках этой самой пропаганды, которая транслирует потом твои слова, да, что это инструмент там, войны, да, они там, значит, борются за, не знаю, там, с нашими конкурирующими предприятиями и так далее, и так далее. Если бы это было так, то на самом деле они начали бы санкции. Всю эту войну, да, они ждали бы там, сколько у нас... тысяч посаженных, да, там, искалеченных там, и так далее, там, и захвата самолета, ну, посадки самолета, да, значит, вот давайте мне там, снимите мне оппозиционера, да, давайте мы там сейчас кризис мигрантов там создадим и так далее. Видно, как они на самом деле неохотно это делают. Вот. Потому что это последний инструмент. Суть его заключается в том, что как бы нормально во всем мире политики привыкли разговаривать. Да, то есть они доносят, как бы, ну, зачем существует посольство, зачем существуют дипломаты. Они доносят свою точку зрения, говорят, ребята, ну как-то нам не очень нравится, как вы делаете, давайте, может быть, поговорим. Да? А сейчас они поняли, что как бы, смысла разговаривать нету, потому что ничего не меняется, поведение не меняется. Значит, должны быть какие-то более серьезные аргументы. Это примерно как, вот, не знаю, милиционер же может тебя не штрафовать сразу, он может провести среди тебя разъяснительную беседу. Скажет, гражданин, зачем нарушаете, там, и так далее. Какие более серьезные, вот что бы мы могли донести Западу, западным политикам, какие инструменты, какие виды санкций сейчас? Нет, так тут уже все, на самом деле, они сами уже за нас прекрасно все сделали, да. То есть мы же видели, что было несколько раундов, они видели, что результат как бы не достигается, да, и в итоге что произошло? То есть, как я понял, то есть ключевым моментом было это введение британских и американских санкций, которые устроены по дизайну по-другому, чем Европейского Союза. Американцы просто... Значит, там же важный был нюанс, про который тоже надо иметь в виду, что теперь санкционный механизм устанавливается указом Байдена, то бишь executive order, ну, это аналог нашего президентского указа. Вот. То бишь, это все, как сказать, санкции могут вводиться, модифицироваться, там, ужесточаться, ослабляться, как угодно. Они могут совершенно оперативно, и не требуется вот этой длительной процедуры через Конгресс там, и так далее. Раз. Для чего это было сделано? Тем самым Америка показывает. Мы понимаем, что в Европе, как сказать, ну, там процедура выработки консенсусом решений, да, там, значит, и так далее. У вас так быстро это не получается. Поэтому давайте мы продемонстрируем, какие с точки зрения действенного механизма эти санкции должны были бы быть. Для чего это делается? С одной стороны, закрыть дыры, которые образовались в этом санкционном механизме европейском. И, кстати, британцы тоже это делают, потому что там как раз в основном именно финансовый сектор. То есть речь идет о запрете на покупку долговых ценных бумаг, на, значит, финансирование, то есть синдицированные кредиты коммерческим банкам, ну, то есть вот главные источники поступления валюты, которые были до этого. То есть они говорят о том, что вот мы как бы исправляем с их точки зрения не самый эффективный дизайн санкций европейских и показываем заодно европейцам,
куда имело бы смысл стремиться, чтобы закрывать вот эти самые лазейки. Ну, то есть, вот следуйте за нами. То есть, в принципе, тут, я думаю, что тут нужно объяснять? Они сами все понимают. Ну, полностью экспорт вот не всех видов, например, калийных нет, удобрений. так, ну, опять же, потому что, еще раз говорю, идея же санкций не в том, чтобы нанести вред. Идея санкций в том, чтобы сказать, как бы остановитесь, да, и задумайтесь. То есть, и поэтому всегда должна быть возможность, как сказать, усилить или ослабить, если ты, наконец, видишь, что с той стороны говорят: да, пожалуй, знаете, мы что-то как-то мы погорячились, давайте, может быть, мы там что-то сделаем по-другому, да. То есть, всегда должен быть вот этот люфт. И как раз-таки, я говорю, вот американский механизм заключается в том, что это может быть делаться оперативно. Вот. Потому что предыдущие, скажем, истории с санкциями, которые были самые известные, там, я не знаю, вот когда не выпускали, там, 4-я волна эмиграции, да, в основном еврейское население, там, в Израиле и в Америку, вот, то там же, на самом деле, эти санкционные решения, их же невозможно отменить практически, потому что они проводились через законодательную власть. То есть их просто президентским решением приостанавливают каждый год. Теперь другой механизм. То есть как раз это говорит о том, что... То есть проблема в чем? Почему политики часто не хотели вводить эти санкции? Потому что их очень сложно ввести, но ровно точно так же их потом сложно и отменять. И сколько там уже Российская Федерация говорила о том, что да уже проблема-то закончилась. Да? То есть уже и спокойно границы открыты, и едьте, кто хочет, и уже Советского Союза нет. Он говорит, ну, блин, сложно это все. Но это смех смехом, но это реально сложно делать, да. Вот, поэтому работает вот так. То есть, как сказать, ведете себя хорошо, мы там пообещаем смягчение. Ведете себя, там, не обращайте на это внимания, значит, пообещаем ужесточение. Вот и все. Поэтому, конечно, никто не заходит со всех козырей. Что люди могут делать для того, чтобы Беларусь стала свободной? Экономическое какое давление? О забастовке сейчас говорят. Насколько эффективно? Ну, я не знаю. Я, честно говоря, с самого начала не очень верил в забастовки. Да. И мне кажется, что рассуждение о забастовках – это такая парадигма немножко устаревшая. У нас же многие люди вспоминают вышедшие на улицы рабочих там 92-го года, да, еще советских времен. И, соответственно, было такое представление, что вот пока там на площади не выйдут там, с гаечными ключами, там, не знаю, еще там, с касками шахтеры, да, ну, как в советские времена там это было, там, в России, в Москве, например, вот, то типа ничего не будет. Но фокус в том, что у нас давно уже не пролетарская революция. Это же очевидно, да, у нас как бы гегемоном были наоборот в основном люди, которые уже решили все свои материальные главным образом вопросы, да, и теперь у них задача другая. Они уже предъявляют спрос на качество услуг государства. Они хотят самоуважения, да, они хотят, чтобы, грубо говоря, там, как сказать, чтобы не было элементарного произвола, да, со стороны властей, там, причем самых элементарных, там, всех, от милиции там, до, не знаю, там, и выше. Вот. И, в принципе, как бы, ну, мне не кажется, что оно возможно? Или что оно поможет? Что это и возможно, и что это на самом деле может произойти. Почему? Почему я еще вот сейчас объясню, о чем речь. Да? Что мне все-таки кажется, что, ну, во-первых, я уже говорил, скорее всего, не будет такого какого-то резкого кризиса экономического, который мог бы вызвать такое возмущение. Да? Ну, например, там, внезапно люди там, почувствовали себя обедневшими в 3 раза, как это случилось в 2011 году. Такого не будет. Будет вот это вот безнадежное, медленное ощущение того, что перспектив нет. Но этот фактор, на самом деле, он уже сработал. То есть, когда говорят о том, когда экономика приведет к политическому... Она уже сработала. Ощущение того, что перспектив нет, и надо, типа, значит, ну, как родители говорили, там, ну, ладно, мы там уже никуда не поедем, но вы там, не знаю, учитесь там, езжайте учиться за границу, езжайте работать за границу, потому что нет перспектив в стране. Это было настроение, ощущение этого, это вот это привело как раз к событиям и голосованию, тому результату, который был 2020 года. Это сработавший уже фактор. Вот. И, то есть, ну, второй раз это уже не бывает, да, он выполнил свою роль. И самое главное, что, еще раз говорю, не рассчитывайте на то, что может случиться какой-то
резкий фактор, от которого там люди, значит, там проснулись. Они проснулись уже давно, они все прекрасно понимают. Но что поможет? Вот, ну, с экономической точки зрения. Слушай, бойкот... Нет, я на самом деле не уверен, что есть очень много механизмов сейчас у людей внутри, да, просто по той простой причине, что как бы успешно добилась власть, да, она повысила санкцию за такого рода действия настолько, что сейчас не очень даже понятно, какое поведение безопасное, какое не очень безопасное, да. То есть это не значит, что оно кого-то переубедило. Да? То есть, как бы страхом, ну, можно, конечно, подавить там, волю или что-то еще, да, но как бы речь идет о чем? Что почему же они не останавливаются? Почему они продолжают, да, там, придумывать какие-то новые, все более безумные вещи? Потому что они понимают, что останови этот процесс, да, останови это давление, останови репрессии, и будет все то же самое, как и раньше, да, люди снова будут, значит, на улицах демонстрировать свое несогласие с существующим курсом и человеком, который занимает это кресло. Да. Вот о чем речь. Я, на самом деле, исхожу из того, что когда мы думаем, что чего-то не получилось, мы, на самом деле, просто думаем очень нетерпеливо. То есть, ну, понятно, что не могло быть там никакого там невооруженного... Ну, и там что только сейчас многие люди не говорят. Да, вот надо было там действовать как-то решительно. Это ты такой умный, как моя жена потом. Не было такого у людей настроения устраивать там оружие брать или еще что-то. Да, это же очевидно. Более того, даже если бы появились какие-то люди, которые говорили, что так нужно, то мы бы не видели такого количества людей на улице. Это был принципиально мирный протест, собравший такое большое количество людей. Да? Раз. Второе. То есть, не получив за год каких-то результатов, а какие результаты должны были быть? Ну, то есть, ну что, они должны были сказать, да, извините, мы там проиграли, там, и я устал, я ухожу, там, и куда там уезжаю, в Крым там, или в Ростов. Тоже как-то это было маловероятно. Но фокус заключается в том, что, моя версия заключается в том, что все основное уже сделано. То есть, как бы травма режиму, несовместимая с его жизнью, на самом деле уже нанесена. И то, что мы сейчас видим, это действие раненого зверя. Он сам остановиться не может, да, там, от боли крушит там, все там, и так далее. Вот, потому что, как сказать, можно сколько угодно говорить о народном единстве, о том, что мы перевернем страницу, мы там вернемся куда-то, но этого же не происходит. Сейчас идет вот такой форсированный момент, когда хороших ходов нету с той стороны. Остановиться нельзя, но в то же время нет... ничего добиться нельзя в том направлении, в котором они движутся. Ну, что вы можете сделать? Посадить все население, да? Как вот были шутки, я не знаю, насколько это уместно, да, но там Панорама там шутила, да? В Беларуси арестовали все население, да? Вот эти вот фейковые... Ну, они бы рады, но... То есть, они, получается, будут закручивать гайки максимально, но резьбу-то... Так вот вопрос, как бы, чего вы этим хотите добиться? Ну, то есть, вы же не можете построить экономику военного коммунизма, да, потому что экономика военного коммунизма в 2 раза менее эффективна. Вам нужно, чтобы на рабочем месте был человек, а к нему еще был, значит, с наганом комиссар, который будет следить, чтобы там тот хорошо работал, да, то есть, ну, и одну работу будет выполнять 2 человека, и причем еще под принуждением и так далее. То есть, ну, нет здесь выхода в этом направлении, понимаешь? Нет у него ничего, чем он мог бы сейчас успокоиться, и чем он бы... Нет таких шагов, в которых он мог бы сказать, ну, типа, вот теперь, пожалуй, там, я выиграл окончательно, там, типа, а теперь все власти из-под плинтуса. Он год это говорит. Он целый год рассказывает о том, что ну все, ну теперь это уже всем понятно, я победил. Но если он целый год об этом говорит, значит, что-то же, видимо, как-то никого не убедил, и ничего не произошло. То есть, если даже своих собственных сторонников, как он постоянно рассказывает, да, как было на этом большом разговоре о том, что часами разговаривал там, с своими крупными чиновниками, да, что там объяснял им там, и так далее. Ну, то есть, потому что все, в общем, внутри даже там, за исключением, может быть, совсем единиц людей, да, понимают, в общем, что как бы время вышло. Да? То есть, он еще пытается там цепляться, там, продлевая его вот в режиме, там, а что вы мне сделаете, да, значит, там, и так далее, да, включают, ну, то, что вот называлось, это официальное такое название, да, Madman Strategy, да, то есть, когда, типа, а я же могу вот вам еще тут столько кризисов наделать,
А если вы будете там плохо ко мне вести, то, как там Макей выразился, то хана будет всему вашему гражданскому обществу, да? Вашему. Это твое гражданское общество, твои люди. Ну, то есть, вот, ну что, да? То есть, вот эти вот, я буду бомбить Воронеж, да, Воложен там или что-то еще. Ну, то есть, вот о чем идет речь. Я просто к тому, что наша сейчас фрустрация, она происходит-то ведь от чего? От того, что мы сами удивились, как многого удалось добиться за вот прошлый год. Давай вот честно положил руку на сердце, да, вот я тебя спрошу же, типа как я интервью беру, да? В конце 2019 года, зимой 2020 года, ты мог себе представить, что ты будешь задавать вопросы о том, а что еще нужно сделать, потому что есть нетерпение, что что-то недоделано. Ну, то есть, это происходит от того, что были превзойдены ожидания, которые были раньше. И надо себе это честно признать. Давайте на минутку просто остановимся и скажем, что сделано было гораздо больше, чем кто бы то ни было мог предполагать. А сейчас уже, конечно, всегда начинается там постфактум, а можно было так, а можно было так. Не можно было. Произошло, вот я считаю, что, как сказать, достигли максимума в этой ситуации. Потому что сколько у нас людей рассказывало, что нет никаких вообще способов что-то сделать с этой системой власти. Настолько она там зацементирована и так далее, и так далее. Да? Но мы видим, что, еще раз говорю, вот моя гипотеза заключается в том, что смертельная рана нанесена. Она от этого безумствует. От этого вот эти все неадекватные ходы в духе там, я всех посажу, побью, там, значит, там, пытаю и так далее, и так далее. Да? То есть придите ко мне, поклонитесь и скажите, что я на самом деле там, победитель. И будем называть это диалогом. Вот о чем идет речь. То есть имейте чуть больше терпения. Я понимаю, что это выглядит со стороны человека, который сейчас находится не в стране, рассказывает людям, которые находятся в стране, да. Вот. Но я просто говорю о том, что сейчас, как сказать, самое главное, что может делать человек, я об этом уже говорил, у Фазиля Искандера даже есть фраза, да, то есть оставаться порядочным человеком. Оставаться порядочным человеком в этой ситуации – это не соучаствовать в мерзостях. Не сотрудничайте с вот этим всем. И на самом деле я вижу, что люди, в общем, вполне успешно это делают. Потому что я, если честно, боялся того, что вот этот вот режим беззакония, когда силовики могут делать вообще все, что угодно, и нет никакого механизма для того, чтобы их остановить. И даже, похоже, нет политического механизма, чтобы их остановить. То есть, ну как, например, сейчас Лукашенко может им сказать, а давайте, ребята, как бы остановимся. Говорит, это как? Ну, нам же вот палку дали, там, да. Предательство будет расти. Конечно. Вот, поэтому я как раз, ну, то есть я боялся, что большое количество людей может быть куплено на вот этим правом на бесчестие. Когда пытались, помнишь, они там дружины создавать, давайте ездить ленточки, там, значит, срезать и бить. Там. А в итоге выяснилось, что это делают все равно только твои. А люди не поддержали. И вот это на самом деле очень круто. Смертельная рана нанесена. Ваш прогноз от человека, который довольно точно предсказал события прошлого года. В какой момент все-таки тело проплывет, да, как если долго сидеть. Да, я понимаю, о чем речь. Значит, сложно сказать. В действительности, по времени это всегда самый сложный прогноз. Он сам не знает. Это да, но я... Понимаешь, фокус в том, что у него самого нет никакого временного горизонта. Потому что даже внутри, да, власть говорит о том, что вы же понимаете, что типа этот срок последний. Но дело в том, что никаких других выборов же он и не проведет. Потому что он понимает, что все те факторы, которые привели к поражению в 2020 году, они продолжают действовать и действуют еще более интенсивно. И коронавирус, и экономика. Там, да, и недовольство насилием со стороны силовиков, да, то бишь, вот, собственно, государством, политикой по отношению к собственному населению. Поэтому никаких выборов не будет. Смысла досиживать до них у него тоже нет. И предложить что-то, да, внешнему давлению, то есть внешнему давлению, все представляете, что какие диалоги происходят внутри. Он говорит, мы понимаем, да, там все, окей, там мятеж предотвратили, там, или что там еще он там рассказывает. Ну, а дальше что? Ну, где же где результат, да? Ну, вот, а этого нет.
Ну, то есть, и становится понятно уже всем, что он не является решением проблемы, он является самой проблемой, да? Источником. Конечно. И поэтому вопрос, все, что он сейчас делает, если внимательно последить за этой конституционной реформой, это попытка найти себе такой вариант отхода, при котором бы он просто сразу как бы не сильно, ну, я так мягко выражу, сильно не потерял в статусе, да, социальном. Вот. И, судя по всему, это пока не очень получается. Вот. Но смысл заключается в том, что у него самого нет какой-то цели, до которой ему хотелось бы, вот, знаешь, как, вот этот год продержусь, и там-то уже, типа, ну, вот, все хорошо, да. Скорее здесь другая логика, знаешь, вот, я не знаю, какую метафору придумать. Знаешь, как вот пенсионеры, да, которые, ну, типа, вот доживу там, как до, не знаю, там, внучку там замуж, грубо говоря, отдам, да, и буду считать, что там функция какая-то там выполнена. Вот. И очень часто же за такими вот вещами наступает просто действительно, как, знаешь, как у человека заканчивается жизненная миссия, да, и человек может умирать там вблизи своего дня рождения, вблизи какого-то важного события, там, в семье и так далее. То есть у него внутренняя мобилизация для того, чтобы вот до этого доживу, ну, а дальше уже как-то. Так вот, у него фокус в том, что нет даже этого, нет этого события. До чего он может? До следующих выборов. Так он их проиграет с гарантированным. Ну, то есть, значит, этих выборов не будет. А до чего? Еще один год. Зачем? С тем, чтобы еще больше в руины загонять экономику своими собственными действиями там, и разрушать доверие ко всем уже государственным институтам, которые только может быть. Нет никакой цели на самом деле. Вот. Поэтому, ну, как бы гарантированно это быстрее, чем конец этого срока, да, он уже, потому что он не может обещать никаких новых электоральных кампаний. Я даже думаю, что и с референдумом там тоже большая проблема, потому что... Постоянно что-то меняется, да. И не могут перейти к единому мнению. Ну, по сути, тогда, пожалуй, последний вопрос. Чтобы не создавалось такого впечатления, что нет перспектив. Первые 3 вещи, которые нам стоило бы сделать в Беларуси, и немножечко о приватизации, которой Лукашенко всегда перед выборами пугал, вот вас повыгоняют с предприятий, потому что вы неэффективные. Как на самом деле будут дела обстоять? И какие первые нам нужно будет шаги сделать? Ой, на самом деле тут вопрос, точнее так, ответ на этот вопрос начинает серьезно меняться по сравнению даже с тем, как я бы отвечал на него полгода назад. Еще, например, год назад я бы говорил о том, что никакого серьезного вызова интеллектуального, что делать с экономикой, да, нет. То есть уникальным феноменом было то, что сложился консенсус государственных специалистов, внегосударственных специалистов, международных специалистов. В чем проблема, какой диагноз, чем лечить, что нужно делать. Да? У нас же как? Мы страна, отставшая в реформах, можем смотреть на опыт всех своих соседей и выбирать то, что у них работало, и не выбирать то, что не работало. И проблем с этим вообще никаких не было реально. То есть написано давным-давно огромное количество программ, включая в том числе, например, Мировой банк, который, кстати говоря, никогда не был, и что бы там ни говорили, никаким не подрывным. Наоборот, он в перспективы белорусской экономики часто верил больше, чем сами наши чиновники. Вот. И он написал большое количество отраслевых таких репортов, отчетов, в том числе по машиностроению, включая вот эти крупные промышленные гиганты, где как раз уже давно не говорилось речь о приватизации, потому что, ну, смена титула собственности не меняет ничего, да, там речь должна идти о повышении эффективности работы, а это на самом деле не решается на уровне одного отдельного предприятия, это решается на уровне всей государственной политики. То есть нужно перестать забирать деньги у эффективных для того, чтобы поддерживать на плаву неэффективные, значит, а поступать наоборот. Но это все, как бы, этот ответ работал в ситуации, когда, ну, грубо говоря, там, сказать, новая прекрасная Беларусь будущего, да, там, политически наступает вот там на фоне того, что было, скажем, достигнуто за все предыдущие годы. Но сейчас ситуация стартовая, она ухудшается стремительно. И я очень боюсь того, что к тому моменту, когда, значит, реализовывать какие-то планы и реформы придется, да, то есть реально мы получим страну в руинах. То есть я здесь не сильно драматизирую, в том смысле, что
потеря доверия к финансовым регуляторам, потеря доверия к банкам, потеря доверия к судам, потеря доверия к правоохранительным органам. Соответственно, надежда на то, что у тебя будет нормально исполняться контракты, что тебе не придет просто какой-то человек просто потому, что там, тебе понравилось, там, ему понравился твой бизнес, он его не отнимет и так далее, и так далее. То есть это вещи, которые когда-то решались на очень базовых вещах. Да? То есть говорить сейчас о каких-то там высшей математике реформ бессмысленно, потому что сложно понять, с чего начинать. Начинать нужно будет с восстановления доверия между людьми, экономическими агентами и государством, и экономическими агентами. Да? То есть это будет очень сложно. Без реформы судебной, правоприменительной, правоохранительной, да, здесь как бы ничего не сделать. Это тут я согласен с Димой Круком, он очень любит говорить, что многие удивляются, когда задают вопрос, какие реформы нужно делать первыми, и кажется, что ответ вообще не про экономику. Но на самом деле экономика не работает без этих базовых условий. То есть придется заниматься разгребанием сначала завалов. А потом, еще раз говорю, что в принципе мы как бы убрать большое количество того бюрократического бреда, который у нас существовало, да, вот этот постоянно эта идея фикс доказывать, что как сказать, мы заменим рынок чиновничьим принуждением, государственными компаниями, назначенными олигархами и так далее, да, и это как-то будет работать, то есть это приводило к тому, что темпы роста были не такими, как должны были бы быть. То есть у нас будет очевидный эффект, связанный с тем, что сначала мы, грубо говоря, от кандалов этих, да, избавляемся, а потом уже, конечно, да, будет масса. Но еще раз говорю, тут нет ничего сверхсложного. Да? То есть огромное количество стран это делало, успеха прекрасно добивалось, да, то есть как бы это не значит, что надо там все целиком заимствовать, у нас масса своих особенностей, но у нас масса специалистов, которые в этих особенностях хорошо разбираются. И еще раз говорю, давным-давно уже, где-то даже до 2015 года уже были решены вопросы относительно того, какие реформы были нужны. Даже чиновники признавали, что это нужно делать. Просто не было политической воли. Что ж, остаемся реалистами, но не становимся пессимистами. Все будет хорошо? В конечном счете обязательно, да. В этом сходятся все аналитики мира. Спасибо за интервью. Спасибо, что приглашали.